Там, где еще недавно с трудом разъезжались встречные машины, в скором времени будет широкая современная магистраль. Работы на федеральной трассе Колыма не прекращаются даже в 30-градусные морозы. Эта бригада сдает участок длиной 16 километров. В ближайших планах еще 14. Будет две полосы, как положено, 10 метров шириной. Да. Ну не то, чтобы раньше было, как говорится, 6 метров. Сейчас будет 10 метров. На всем протяжении дорога изобилует перевалами, изгибами и серпантинами. К примеру, так называемый черный прижим всегда считался одним из самых экстремальных на трассе. С одной стороны отвесная скала, с другой глубокая пропасть. После реконструкции ездить здесь стало гораздо безопаснее. И таких примеров десятки. Уровень-то снижается, да, аварийности. Тяжесть ДТП снижается, то есть меньше погибших, пострадавших. Протяженность федеральной магистрали Колыма около 2000 километров. Она соединяет Якутию с Магаданской областью. По трассе везут топливо, продукты питания и прочие жизненно необходимые грузы. Места практически безлюдные. Кафе с экзотическим и согревающим названием «Куба» единственное на сотни километров. Сломаешься тут ближайшие населенные пункты в одну сторону, допустим, 250, тут 230. То есть куда идти? Нам идти. О том, как важно тщательно готовиться к дальним поездкам, не понаслышке знает Андрей Овчинников. Опытный водитель за рулем уже более 30 лет. За это время объехал все дороги Якутии. Но именно на Колыме жизненно важно быть готовым к любым ситуациям, говорит дальнобойщик. Все есть, термос с собой, поднос, как говорится, тут подушка, одежда теплая, спальный мешок, валенки. Сейчас у дорожников самая ответственная пора – зимнее содержание трассы. Водители в любую погоду должны чувствовать себя в безопасности. В этом году решили продолжить начатый эксперимент. Снег с дороги не счищают, а утрамбовывают. Результатом довольны. Трасса ровнее, и после зимы нужен меньший ремонт. В процессе содержания зимнего осуществляется только срезка этого наката, выравнивание, срезка, чтобы не допустить колейности, ям и всего прочего. В течение ближайших лет на реконструкцию федеральной магистрали Колыма планируется выделить свыше 30 миллиардов рублей. Закончить ее обещают к 2030 году. Тогда она перестанет считаться одной из самых опасных и экстремальных дорог мира. В межсезонье, пока не замерзли крупные реки, интенсивность движения по трассе Колыма крайне низкая. Можно проехать десятки километров и не встретить ни одной машины. Дорожники уверены, ситуация обязательно изменится в лучшую сторону, как только все работы, включая строительство мостов, будут завершены. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков, Роберт Набиев. Вести. Якутия.